Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах. Альхамдулиллах. Вассаляту вассалям аля расулиллах. Сегодня прочту вам несколько хадисов нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и извлечем некоторые уроки из этих хадисов. Абу Хурайра, радийаллаху анху, пусть Аллах будет доволен им, это тот самый сподвижник, который передал нам наибольшее количество этого богатства, этого наследия нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть самое большее количество хадисов передал он. И он рассказывает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, суиля расулуллах. То есть люди спросили у него, люди задали ему вопрос: ан акфари ма юдхилу аннас аль-джанна. О тех людях, то есть что введет в рай большинство людей. То есть большинство людей войдут в рай. Через какое дело? Посредством чего самое большее количество людей войдут в рай? То есть это очень важный для каждого мусульманина вопрос, потому что наша цель – это довольство Аллаха, это прощение Аллаха и, конечно же, рай. И люди спросили об этом. И на что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, назвал две вещи, два качества. То есть он сказал: такваллахи ва хуснул хулук. Первое – это таква, мы переводим богобоязненность, таква. И второе – ва хуснул хулук, и прекрасный нрав. Этот хадис передал имам ат-Тирмизи. Ученые назвали иснад этого хадиса хорошим, то есть хасан. И вот две вещи, к чему должны стремиться все мусульмане. И самое большее количество людей, они войдут в рай, альхамдулилля, посредством этих двух вещей. Самое первое, ученые сказали, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал таква Аллах, назвал богобоязненность. Таква – это некая преграда, это некий забор, который устанавливает человек между собой и между гневом и наказанием Аллаха. То есть Аллах, Он приносит нам пользу. Нафиа. У него даже есть имя, приносящий пользу. Аллах создал нас, Аллах кормит нас, Аллах оберегает нас и так далее, и так далее. Но в то же время мы должны понимать, Аллах аддар, Он может нанести и вред. Так же, как Он может не спаслать на нас свою милость, так же Он может не спаслать на нас и свой гнев, проклятие. Он может нам дать что-то, Он может забрать у нас что-то. И мусульманин, он понимает, что ни у кого нет гарантии, что в полной безопасности, Аллах сказал, только неверующие пребывают в безопасности. То есть они не боятся, мусульмане должны бояться. И то, что ты мусульманин, то, что ты намаз читаешь, это еще не дает тебе гарантии, что ты можешь себе все позволить, и Аллах тебя не накажет. Конечно, Аллах может наказать. Поэтому есть у Аллаха гнев. Есть у Аллаха наказание. И так же, как у Аллаха есть рай, есть у него ад. Поэтому, что такое таква? Таква – это когда ты обезопасиваешь себя. То есть ты устанавливаешь вот эту некую преграду между тобой и между тем, какой вред Аллах может нанести тебе. То есть гнев, ты опасаешься его гнева и наказания. И в чем это проявляется? Это проявляется в двух вещах. В выполнении его велений, то есть ты выполняешь фарзы,
которую Аллах вменил тебе в обязанность. И второе, что? Ты остерегаешься его запретов. То есть ты наводишь порядок в выполнении фарзов и в оставлении греховного. Вот это есть твоя богобоязненность. Поэтому возьмите себе в привычку таква, когда имамы с минбаров говорят эти слова, иттакуллах, то есть мы приводим или аяты из Корана, или же хадисы пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть бойтесь Аллаха. Вот даже слово бойтесь, оно не передает весь смысл таква. Поэтому, что означает таква? То есть остерегайтесь гнева и наказания Аллаха. Как? Выполняя его фарзы и оставляя его запреты. Поэтому это самое первое, что от нас требуется. Конечно, после имана, после веры, кто-то может сказать, а что, не вера в первую очередь вводит? Да без веры никто не войдет в рай. Это обязательно. Но когда мы уверовали, вот что введет самое большее количество людей в рай. Это богобоязненность и благой нрав. Поэтому человек, ахлю таква, обладатель таква, это человек, который прежде всего наводит порядок в фарзах, выполнении фарзов и в остерегании его запретов. Кто-то может подумать, да, вот я ночами выстаиваю тахаджуды, я стараюсь не оставлять дополнительные виды поста, поминания, зикр, делаю утреннее, вечернее. Да, это все прекрасно, да, это все хорошо, да, это очищает твое сердце, да, это сближает тебя Аллаху, но это еще не самое главное проявление тахва. Самое главное, ты должен навести порядок в фарзах. Кто-то может тахаджуды читать, кто-то может радоваться, что он один таравих не пропустил, да? Да, достоинство таравиха огромное, но это не фарз. Но в то же время он, не пропуская ни один таравих, или там выстаивая, может быть, ночные намазы, тахаджуд, да, может быть, он спокойно и очень часто оставляет аср намаз или утренний намаз. Даже не создает причины, чтобы будильник не ставит, жену не просит, да, пораньше можно лечь, чтобы проснуться, наверняка проснуться на утренний намаз. То есть он пренебрегает, где-то он выполняет, да, дополнительные виды поклонения, но здесь пренебрегает обязательно. Это большая проблема. Или, например, кто-то, машаллах, там, здесь садака дал, там прославился, здесь о нем говорят, но в то же время, то есть садака дает, но пренебрегает закатом. То есть он или не додает, или не обращает внимания, что прежде всего он должен закат выплатить. Это фарз, а все остальное это нафиль, сунна. Таких примеров можно еще много приводить. Поэтому самое главное перед Аллахом это наши фарзы и остерегание харамов. И ученые сказали, здесь в этих словах посланник Аллаха, саллаллаху джама'ан набийю байна таква Аллахи ва хуснул хулук. Аллах, пророк, он соединил две вещи. Богобоязненность и прекрасный нрав. Куркам халак, ахляк человека. Почему? Потому что لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه. Потому что богобоязненность, таква, о чем мы с вами говорили только что, помогает тебе построить правильные отношения с кем? С кем? С твоим Господом. То есть, пока ты не наведешь порядок в фарзах и в границах Аллаха дозволенного, то есть ты не будешь переступать границы дозволенного, у тебя прекрасных отношений с Аллахом не будет. Не будет. Поэтому наведи порядок. И таква Аллах, ученые говорят, это отношение с Аллахом, отношение раба с его Господом. Для того, чтобы войти в рай, у тебя должны быть хорошие отношения с Аллахом.
То есть, кто дает тебе рай? Кто прощает тебе грехи? Чья милость тебе нужна, чтобы ты оказался в раю? Аллаха. Значит, с кем надо вопрос решать? В первую очередь, конечно, с Аллахом. Конечно, с Аллахом. Поэтому такваллах помогает тебе выстроить прекрасные отношения с Аллахом. Это первое. Но достаточно ли этого для мусульманина? Ученые сказали, посланник Аллаха здесь собрал, соединил два качества. Такваллах и хуснуль хулюк. Благой нрав. Что такое благой нрав? Если богобоязненность выстраивает твои отношения с твоим Господом, Создателем, то благой нрав выстраивает твои отношения с кем? С кем? Это не хутба, можете отвечать. Не только с людьми, правильно? Со всеми его творениями. То есть получается, таква помогает тебе выстроить отношения с Создателем, а благой нрав помогает тебе построить прекрасные отношения с его всеми созданиями. Потому что ахляк, благой нрав в исламе не ограничивается только отношениями с людьми. Ахляк, субханаллах, он намного шире. Там и права людей, там и права животных, там и права насекомых, права растений, права той земли, где ты живешь. Поэтому ахляк, он намного шире. Он намного шире. И вот, что мы понимаем из этого хадиса. Недостаточно для мусульманина заниматься построением прекрасных отношений только с Создателем. Наравне с этим он параллельно должен заниматься отношением к его творениям. Потому что кто-то, может быть, придет к Аллаху с огромным количеством намазов, постов и так далее, но мы знаем хадис. Маниль муфлис, пророк ﷺ спросил, а вы знаете, кто такой банкрот? Люди сказали, наверное, тот, кто потерял все имущество, там, деньги. Нет. Банкрот — это тот, который пришел к Аллаху с намазами, с постами, с другими видами прекрасных видов поклонений. Но в то же время он ущемлял права его создания. И придет один и скажет, о Аллах, он у меня забрал это. И Аллах заберет сколько-то намазов и отдаст ему. Потом придет второй, о Аллах, он злословил обо мне, гайбетом занимался. Аллах заберет столько-то намазов или постов и отдаст ему. Тот, машаллах, доволен. Потому что, он этого не делал, но это все ему записалось. Все, перешли с одного счета в другой счет. На другой счет, все. И посланник Аллаха скажет, будут люди, которые раздадут абсолютно все. То есть, вон, таква Аллах, это было, может быть, отношение Аллаха, да? Но он раздаст все намазы, все посты, хаджи, все раздаст. А люди все время будут приходить, потому что он очень много делал зла людям. И тогда Аллах скажет, забирайте грехи этих людей, обиженных, и записывайте на него. И в итоге он не то, что окажется без своих благих дел, он еще чужие грехи возьмет на себя. Поэтому два крыла. Два крыла. Птица может летать только двумя крыльями. Это отношение с Аллахом и отношение с его созданиями. Поэтому нельзя ни в коем случае пренебрегать ни одним крылом, ни другим. Субханак Аллахумма бихамдик. Шаду алла илляха илля анта астагфирука.